Очередное пополнение, а значит и новые хлопоты. Свиноводством фермер из Сидью занялся еще в конце 90-х. Взял заброшенный участок с несколькими сараями, а потом обзавелся и телятами. В 2012-м пришло время расширяться. А потом решил, то есть надо что-то строить, потому что с рабочими руками, то есть напряг. То есть приезжаешь с города, что-то нечищенное, не кормленное, начинаешь чистить, кормить, и опять надо дела свои делать. Поэтому пришлось решение принять, чтобы механизированную ферму построить. Первым делом построили новую ферму. Помог 7-миллионный грант от республики. Теперь здесь нужный микроклимат и та самая автоматика, о которой мечтал Степан Рудницкий. Следом запустили и убойный пункт. А в прошлом году пошли на очередную глобальную стройку. Снесли старые сараи и построили целый комплекс. Здесь мини-ферма на 20 голов, холодильники и цех по переработке мяса. Мы к запуску готовим народный проект вот сейчас по переработке нашей продукции. Сейчас уже вошли во второй этап. Вот, надеемся, что все пройдет, что все будет хорошо. Планируем делать колбасу ливерную, полуфабрикаты, пельмешки, котлеты. Планируем закупить пельменное оборудование, коптильную установку, весы с печатью этикеток, и чтобы в дальнейшем это облегчило нам работу. Это крестьянско-фермерское хозяйство статус семейного получило не случайно. Главные помощники Степана Рудницкого – жена, дочь и зять. Нехватка кадров – вот проблема местных аграриев. Своих рук хватает только на самое основное. Супруги Рудницкие берут на себя производство, дети помогают со сбытом и стройкой. Сносили, когда здание разбирали, и потом вот здесь то, что строительство по электрике, вся проводка. Там где-то, может, сантехнику помогал чинить, там все. И вот сейчас поддерживаю все, чтобы все работало. Региональный Минсельхоз готов помогать как раз таким активным аграриям. Стоит обратить внимание, несмотря на то, что общий бюджет сельскохозяйственной отрасли на следующий год сократили на 13%, статья по поддержке начинающим и семейным фермерам осталась нетронутой и даже с плюсом. Виктория Палкина, Павел Фетисов, телеканал Юрган, Ухта.